Здравствуйте, я Раиса Зубарева, и вы на канале Движение за независимость Саха. Очень прошу вас подписаться, поставить лайк этому видео и прокомментировать его. Это поможет продвижению нашего канала. Спасибо. В республике Саха разгорелся нешуточный скандал по поводу переименования площади Ленина в площадь Республики. Инициатива, которую предложил губернатор Айсен Николаев, была резко раскритикована федеральным центром. В частности, лидер КПРФ Геннадий Зюганов обвинил Николаева в провокации и буквально пригрозил ему Путиным и отставкой с поста губернатора. Я когда пришел к президенту Путину, он сказал открыто: пока я работаю в Кремле, этого воровства никогда не будет. Да. А вы вместо того, чтобы поддерживать политику президента, сейчас выступаете в роли провокатора. А вы просто бросаете нам всем вызов, идя по пути нацистов, польских коллаборантов и бандеровцев на Украине. Да. Мы по всей стране проведем акции, которые покажут вашу никчемность и глупость, извините за выражение. Потребуем отставки. Потребуем, да. Вы просто не понимаете, что делаете. Ситуация также начала обсуждаться на федеральном канале в программе у Соловьева. Но они ее усугубили тем, что будущую площадь назвали не площадью республики, а площадью независимости. Ну, то есть вы понимаете, да, к чему они ведут дело. Регионы и переименовываем, да, обратно в советские названия. А у нас умудряется в Якутии предложить площадь Ленина сегодня руководитель, глава, вот я вчера на ВКС слушаю это, наши якутские товарищи говорят, давай площадь Ленина переименуем в какую-то там площадь независимости или еще чего-то. Сам Николаев ничего не комментирует. Он выбрал трусливо-выжидательную позицию, а вместо себя в бой кинул СВОшников, так называемых, да, и мэра Якутска Евгения Григорьева. Всем здравствуйте. Мы, военнослужащие из Республики Саха-Якутия, недавно посмотрели видеоролик, где коммунист Геннадий Андреевич Зюганов обращается к нашему главе республики, Калдархану Айсену Сергеевичу Николаеву. И хотели бы сказать: уважаемый Геннадий Андреевич, следите за своим языком. Так разговаривать с людьми некультурно и неприлично. Не зная информацию, нечего тут выкатывать все, что вы надумали. Какую-то чушь несете по поводу нацизма и тому подобное. Мы будем отмечать ИСЭХ на площади Республики. По поводу отставки, уважаемый Геннадий Андреевич, это не вам решать, кого отправлять в отставку, а кого нет. Поэтому слышать такие вещи абсолютно неприемлемо и вообще неприятно. Многие горожане отмечают глубокий объединяющий символизм и преемственность исторической памяти в том, что сегодня возрожденный бронзовый Ленин указывает рукой на площадь Республики, в создании которой он сыграл столь важную роль. Обсуждаемый вопрос относится к местным полномочиям. Депутаты Якутской гордумы совместно с жителями города способны сами принять взвешенное решение по данному вопросу, с учетом всех высказанных позиций. Оставим лексику полувоенного получиновника Сулустана Заболоцкого, а именно его вы только что увидели, и слащавые речи мэра Жени. Давайте вообще подумаем, что происходит вокруг этой площади пока еще имени Ленина. Переименовать половину площади, которая без Ленина, было решено, как известно, давно, еще при президенте республики Егоре Борисове. Сейчас же, когда эту половину переделали, выполнили ее в национальном колорите, вновь встал этот вопрос. Действительно, Ленин и Сергей несовместимы. Там, где Ленин, площадь Ленина они хотят назвать, а там, где Сергей, они хотят назвать эту половину площадью республики. Вообще, на самом деле, странное решение разделить площадь на две половины и дать разные, абсолютно разные названия. Но это можно было бы понять, потому что власти всегда действуют в парадигме и нашим, и вашим, и людям угодить, и федеральные власти не раздраконить. Давайте оставим это двуличие наших властей пока в стороне. Я хочу сказать о том, что понятно, почему этот вопрос вызвал огромный общественный резонанс и заставил волноваться и федералов, коммунистов, да, и даже почти расколол общество якутское на две половины. На тех, кто за переименование, и на тех, кто против. Конечно, самая главная причина в том, что сейчас идет война. Люди крайне недовольны. Саха не понимают, почему они должны умирать на славянской войне.
А тут еще и запрет. Нет, не запрет, а хозяйский окрик из Москвы, да, что вы там себе позволяете, забыли, что вы холопы? Это все вызывает двойное сопротивление, двойное негодование, недовольство и вообще ярость со стороны якутского общества. Вот почему люди отреагировали так болезненно. На всю Россию прославились. Избаловским воспитанием уничтожили, бляха. Уничтожать продолжает. Для чего? Под чью дудку вы пляшете? Под руководством? Вообще, руководство, пожалуйста, по сути вопроса. Так вот почему вы эту политику ведете? Что вы в чем заинтересованы? У нас в партийном билете записано ум, честь и совесть. Так вот догадайтесь или подумайте, какого у вас не хватает из 3 моментов? А? Или мне сказать? Давайте не переходите на оскорбление. Совершенно верно. Я и стараюсь не оскорблять. Но это длится уже не первый год. Это постоянно длится. Вот это граната. Референдум поднимут. Будете проводить референдум? А просто беседовать, извините, я вам задаю вопрос. Будет референдум или нет? Спасибо. Все ясно. Поставьте вопрос. Еще одна причина – это пустеющие кошельки. На страну наложены санкции Запада. На страну наложены ответные санкции со стороны России. И это очень негативно сказывается на кошельках граждан. Отсюда достаточно накаленная обстановка. Да, радости пустые кошельки, конечно, не прибавляют, а заставляют чувствовать себя вдвойне оскорбленными. Та половина, которая не согласна с переименованием площади Ленина в площадь Республики, говорит о том, что в республике достаточно проблем, которые нужно решать в первую очередь. Да, вполне возможно, они правы. И на самом деле страсти по Ленину, назовем их так, это такая женщина в красном. Да, вспоминаем фильм «Матрица». То есть некий отвлекающий фактор, некая помеха, которая отвлекает внимание от главного. Российская власть очень умело пользуется этим приемом. Помните ситуацию с аннексией Крыма? Отвлекающим фактором тогда была Олимпиада в Сочи. Или нужно вспомнить ситуацию с пенсионной реформой. Тогда женщиной в красном стал чемпионат мира по футболу, который проводился в России. Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста аккурат в день открытия Мундиаля. Такой прием, конечно, полностью внимание народа не отвлечет, но, что называется, смягчит удар. Если мы берем такое объяснение событий, что кому-то выгодно расколоть якутское общество, то давайте подумаем, что же сейчас может быть главным. Какую подлость, да, они могут нам устроить. Во-первых, это, конечно же, возможное объявление всеобщей мобилизации, то есть обязательная отправка мужчин на войну, всех мужчин от 18 до 70 лет. Пока люди спорят о том, какую часть площади, как именно назвать, да, власть вполне себе может спокойно объявить о мобилизации. Во-вторых, это отмена прямых выборов мэра Якутска. Вопрос еще тоже не решен, но должен быть решен уже в этом месяце депутатами Илтумен. Далее, строительство Ленского моста, а точнее возмущение этих жителей, тех территорий, да, конкретно Табаги, которые попадают под снос в рамках этого строительства. Что еще они могут этим прикрыть? От чего могут отвлечь наше внимание? Например, от надвигающейся реформы ЖКХ, о которой говорили депутаты Илтумен всю осень и о которой очень громко заявил на своей последней пресс-конференции перед Новым годом председатель Алексей Еремеев. Мы все знаем, что правительство предлагает отменить субсидии, да, на оплату коммунальных услуг. То есть после реформы жители республики вместо 30-40, как говорится, процентов, да, сейчас, которые они оплачивают, они будут платить все 100%. Вообще проблем в республике Саха очень много.
Это и дыры в бюджете, и растущий долг перед федералами, недовольство войной. И кажется, что сейчас не до таких мелких на этом фоне вопросов, как переименование площади. Но именно поэтому сомнений в том, что это большая театральная постановка, нет. Более того, эта постановка не Айсена Николаева, а федерального центра. Мы же понимаем, что Айсен Николаев настолько зависим от Москвы, что, извините меня, даже пухнуть не может без разрешения Кремля. Тем более на него работает большая группа московских пиарщиков. Неужели они не понимали, к чему приведет переименование площади именно сейчас? Все они понимали и делали это намеренно. Во-вторых, Айсен Николаев – это бесталанный, бесхребетный, трусливый человек, маленькая личность. Ему такие вопросы не по плечу. Именно поэтому я считаю, что вот такое внесение такого раздрая в общество – это дело рук Москвы. Нам остается быть очень внимательными, что называется, следить за руками и не допустить, чтобы нас обвели вокруг пальца, отвлекая ненужными сейчас скандалами в очередной, между прочим, раз. А вообще лично я за переименование площади, всей площади Ленина в площадь Республики Саха. Не устану повторять, что Республика Саха – это независимое государство. И мы должны сами решать свою судьбу, сами называть свои улицы, площади и скверы, так как мы захотим. Необходимо не только переименовать площадь Ленина и демонтировать памятник Ленину и всем остальным захватчикам, Сталину, Дзержинскому, Дежневу и прочим. Всем тем, кто наш народ Саха насильственно русифицировал, репрессировал, уничтожал нашу национальную идентичность. Нам необходимо избавиться от всех символов колониального прошлого. Никаких звезд, никаких серпов, никаких русских крестов. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. До скорой встречи.